yoyuzna yozma yazır. Sondel iu paçaqiu tsar liyelosh guyuhiu ostiyadin der kudu шашен гуш бахасар. Дал гуш бахит на церкви. У нас осенью 1994 года бомбили самолеты. Они бросали бомбы прямо на город, на людей. Много людей погибло. И при этом у них не было опознавательных знаков. И Москва официально отказывалась. Они говорили, что мы не знаем, чьи самолеты бомбят. Внешняя ситуация в Чечне за последние годы успокоилась, и Грозный роскошно отстроили заново. Однако, как считает Жеребцова, город создан на крови десятков тысяч погибших людей. Похоронены жизни, похоронены судьбы, и жить там, и при нынешней диктатуре против власти нельзя сказать ни одного слова. То есть человек окажется либо в тюрьме, либо покалечен, либо убит. До сих пор место очень неспокойное и очень тяжелое, без всякого намека на демократию. Опять взрыв. В наше домашнее укрытие я не иду. Жить не хочется. Хочется погибнуть над этой тетрадкой. Это отрывок из дневника 14-летней Полины Жеребцовой, написанный в 1999 году в Чечне. Полина пережила обе чеченские войны, была ранена и только в 2004 году покинула Грозный. И, естественно, ребенком меня это ужасало, это все пугало, но самое страшное было, когда я видела мертвых людей после бомбежки, которые лежали вдоль улиц, и их, значит, кушали собаки, бродячие собаки, которых было очень много. И вот когда я это увидела, первый раз, мне было 9 лет, и я, значит, просто до сих пор вижу это в кошмарах. Справиться со страшными событиями девочке помогал дневник. Ахмад Хаджи Кадыров объявлен в Чечне предателем века. Накануне поздно ночью в Грозном президент Чечни Аслан Масхадов заявил на экстренном заседании чеченского парламента, что отдал приказ на задержание Кадырова, который, по словам Масхадова, сделал все, что было в его силах для российского вторжения в Чечню. Я напомню, что муфти Чечни стал первым, кто с чеченской стороны начал переговорный процесс с федеральными властями. 2 недели назад жители Гудермеса делегировали Кадырова в Москву. Он встретился с премьером Владимиром Путиным и обсуждал с ним ситуацию в Чечне. Власти говорят, что муфти трудный партнер для переговоров. Он был сторонником Джохара Дудаева, и сейчас его позиция по чеченским событиям часто не совпадает с официальной. Но он начал диалог, и федеральные власти поддерживают эту инициативу. Почему Кадыров не предатель, а наши дети и предатели, и враги, и бандиты? Я хочу спросить у Кадырова, почему Кадыров глава там сидит, а почему он не наказан? Кадыров. При Масхадове он был его, при Масхадове, при Дудаеве он был с правой стороны, правая рука стоял, он как ученый, как мула, как священник. А почему он сейчас на русских работает? Хочу сказать, у меня к нему особая месть к этому Кадырову. У меня внуки растут. Моя месть, я возьму Кадырова. Вот так. Моих сыновей убили из-за того, что Кадыров объявил ГТВ и предал чеченский народ. Я хочу сказать, пусть он не думает, что он будет спокойно жить и сидеть там в кресле. Чеченский народ будет брать с него. Вот так. Все матеря будут брать с него. То, что его они назначили своей главной марионеткой, говорит, во-первых, о том, что действительно русские пошли ва-банк. То есть они презрели все правила, вообще всю тактику полностью они изменили, сбросили все маски и всех своих агентов, как говорится, полностью тоже вывели на передовую. Еще в конце той войны там у нас была, в нашей спецслужбе была информация, что документы, когда Грозным еще ФСБ мы разгромили в августе, документы в руки попали, именно Кадыров фамилия была, и напротив его кличка Адам. Проклят Кадыров, ты же свинья, ты предатель своего народа. Без мести это, безвозмездно ничего не будет, ничего не будет. Кадыров, ты предался, шкура ты предательская. Вот это слезы тебе отольются. Будь ты проклят, твой род. Такие, которые будут говорить, это была фальсификация, Кадыров кремлевский. Да если я кремлевский, я горжусь этим. Правильно будет сказать, что Кадыров-старший, это был проект КГБ.
теперь уже с годами, я абсолютно в этом уверен, того периода он являлся агентом КГБ, и он во многом способствовал тому, чтобы началась первая военная кампания в Чечне. За началом первой военной кампании стояла исключительно тогдашняя ФСК во главе с Степашиным. Именно Кадыров-старший объявил России джихад. Именно он бросил клич, чтобы каждый чеченец убил по 150 русских, и что тогда закончится война. Когда началась вторая военная кампания в Чечне, и Кадыров стал претендовать на роль главной марионетки Кремля, в Чечне ему конкурировал Беслан Гантемиров, который тоже претендовал на эту роль. И в одной из телевизионных передач по Москве Беслан с иронией или с сарказмом спросил у Кадырова, что он делал в первую военную кампанию. На что Кадыров-старший ответил, что Владимир Владимирович Путин хорошо знает, чем я занимался и в первую, и между двумя военными кампаниями. Конечно, Путин назначил именно Кадырова главной марионеткой оккупационного режима. Лейла, ты? На сегодняшний день в Чечне нету легитимной власти. Произошел фарс с президентскими выборами. 11 сентября президентские выборы уже были проиграны, потому что альтернативы Кадырову не было. Кадыров – это человек Кремля. У нас был легитимный президент, легитимная власть в лице Масхадова, но сейчас ее нету. Если бы в Чечню ввели бы, как Албанию, Индонезию, ограниченный контингент войск ООН, тогда бы, может быть, там наступила бы какая-то ясность. А сейчас в Чечне тупиковая ситуация. И чеченцев преследуют по этническому, национальному признаку. Я хочу задать вопрос студии, я хочу задать вопрос главам государств России и Чечни. Сколько нужно умереть чеченцам, сколько их должны убивать для того, чтобы их назвали преследуемым меньшинством как на территории Чечни, так же на территории Российской Федерации. В этом огромном государстве Российской Федерации для маленького народа не нашлось маленького места. Я Кадырову и его администрации не отвожу никакую роль. Кадыров родился на свет мунафиком. Таким его сделал Аллах. И сегодня роль он определил сам себе. Роль национал-предателя и изменника нашей Родины. И он будет проклят. Стороннему наблюдателю важно знать, что Чечня сегодня – это Северная Корея в миниатюре. То есть сегодня там очень похожий режим, просто не настолько закрытый, поэтому мы иногда получаем какие-то отголоски того, что там происходит. Рамзан Кадыров, он скатился до того, что лично проверяет мессенджеры у ребят, ловят там где-то на улице ребят, там смотрят у них мессенджеры, что они там пишут в чатах и так далее, из-за этого публично наказывает людей. То есть там такой диктаторский режим, и люди маршируют, как в Северной Корее, машут флажками. Адам, а чего он боится? Ведь, казалось бы, он себе такой безальтернативный абсолютно лидер, у которого есть поддержка федерального центра, у которого есть личная армия. Многие злые языки говорят, что в этой армии насчитывает до 30 тысяч штыков. Зачем ему все вот это вот, тот режим контроля, о котором вы говорите? Дело в том, что он прекрасно понимает в глубине души, что он не на неправильном пути стоит. Он предал свою родину, предал борьбу своего народа. Его отец непосредственно призывал к джихаду против России, будучи муфтием Чечни. То есть он понимает, что правда не на его стороне, что в глубине души его окружение тоже как бы это понимает. И ему приходится постоянно вот это вот самому себе и окружающим доказать, что он главный. Что он главный, и что он на правильном пути. У него сомнения вот эти постоянно, потому что это нонсенс. Народ, который депортировали, вот как раз сегодня дата, 23 февраля, 72 года назад, весь чеченский ингушский народ были депортированы Сталином, в результате чего около 50% народа погибло, понимаете, это
сопоставимо с Холокостом над евреями. То есть народ, который потом после этого претерпел 2 войны еще жесточайшие. То есть и этот народ якобы любит Путина теперь так всеобще. То есть это нонсенс. Все. Он это понимает в глубине души и поэтому постоянно борется с любым инакомыслием. Вот любопытно, вот буквально сегодня, вот если мы вернем на плазму опять же ту новость, которая была, ему задавали вопрос о том, что у него же там скоро истечение срока полномочий, да, вот на посту главы Чечни. Формально мы понимаем, что если в Москве есть желание, то его там эти полномочия продлят. Но когда ему задали прямой вопрос о том, хочет ли он находиться, он, не знаю с какой долей кокетства, но заявил о том, что я, мол, солдат Путина, и если меня пошлют на какую-то другую должность, то ради бога, и заявил о том, что у него есть мечта создать дивизии и воевать за интересы России в любой точке мира. А вот насколько он честен, на ваш взгляд, Рамзан Ахматович Кадыров, когда говорит о том, что для него не принципиально находиться во главе Чечни? Это все, конечно, лукавство. Мы знаем по Чечне, что Рамзан Кадыров очень труслив, он никогда не принимал участие лично в боевых действиях. Максимум, что он делал, это убивал лично пленных, зарезал им головы, вот, но пленных уже. Он никогда не участвовал ни в Первой, ни в Второй войне, ни на одной стороне, только вот предательски предал свой народ. То есть он очень любит роскошную жизнь, у него там зоопарки, замки, множество жен, множество свиты. То есть он очень любит вот эту роскошную жизнь и никогда не откажется от власти добровольно. Но он осознает, что это все зависит от Путина, и поэтому постоянно вынужден признаваться в любви Путина. Вот любопытно, я помню один мой знакомый, который работал в МГИМО, он говорил, что если пофантазировать, что вот внезапно Владимира Путина какое-то утро не становится, ну вот просто не знаю, по состоянию здоровья или что-то еще, то первый человек, который лишится своей должности, а может быть чего-то более серьезного, в случае исчезновения Владимира Путина, это Рамзан Кадыров. Ну, в принципе, да, Рамзана Кадырова достаточно сильно не любят в России, как бы, особенно в спецслужбах, в правоохранительных органах. Почему? Потому что он создал какой-то Порто-Франко, куда ни ФСБ, никто другой не может войти? Да, потому что у него полный зеленый свет, он вообще наплевательски относится ко всем законам, которые даже с ФСБ вынуждены как-то делать вид, что они как-то следуют, а у него он на все это плюет, его банды орудуют по всей России, уже там крышуют так называемых там всяких бизнесменов, ракетиров, занимаются ракетирством и так далее, открыто практически. Вот как раз в докладе у Яшина это все рассказывается. Адам, а как вам кажется, почему такое, например, широкие полномочия есть у главы Чечни, но, например, в других северокавказских республиках, которые точно так же отличаются, и жители которых отличаются и внутренней пассионарностью, и темпераментом, и сплоченностью, как, не знаю, как Ингушетия, как Дагестан, как другие там республики северокавказского региона, почему у тамошних руководителей нет такой вольницы, как есть у Рамзана Кадырова? Ну, а Рамзан Кадыров, он на самом деле с Путиным уже связан как бы кровью, он много грязной работы за Путина сделал, много оппозиционеров, в том числе вот Немцов, хотя прямых нету на него указаний, но его окружение как бы уже суды даже доказали, что замешано в этом. Поэтому он повязан кровью, и поэтому Владимир Путин не может так просто его убрать или как-то наказать его даже, потому что он вынужден с ним мириться. То есть это такая опричнина при государе? То есть да. Вот личная гвардия? Лично, это да, его самый близкий союзник на сегодняшний день, потому что он даже настолько не доверяет даже своему ФСБ. Вы знаете, вот мне сейчас подсказывают редакторы, что у нас сейчас на связи еще по скайпу есть политический обозреватель из Москвы Александр Шмелев. Александр, добрый вечер. Мы хотели бы у вас спросить, вот с точки зрения востоковеда, с точки зрения человека, который занимается как раз-таки Кавказским регионом, что значит, собственно, фигура Рамзана Кадырова для Кавказского региона, на ваш взгляд? Вы знаете, ну, во-первых, я все-таки не то, что специально занимаюсь Кавказским регионом, но действительно примерно понимаю там ситуацию, и мне кажется, что фигура Рамзана Кадырова очень раздута. В реальности среди кавказских лидеров он является фигурой второго порядка, если не третьего. Например, если сравнивать фигуру Кадырова с президентами соседних республик, с президентом Ингушетии Юнусбеком Евкуровым и президентом Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, на мой взгляд, Кадыров очень сильно им обоим проигрывает. Проигрывает именно в плане того, что является значительно менее уважаемой фигурой для кавказских народов. Он младше, он не имеет особых заслуг
он, в общем, достаточно случайно оказался у руля управления своей республикой, и все это понимают. В то время как Евкуров, заслуженный военный, автор знаменитого марш-броска российских десантников на Приштину, Абдулатипов просто политик со всероссийской известностью. Совсем недавно был очень показательный эпизод. Скончался президент Республики Северная Осетия Агузаров, и Кадыров, Евкуров и Абдулатипов поехали к нему на похороны втроем в одной машине. И, естественно, Кадырова посадили за руль как самого младшего, а Евкуров и Абдулатипов ехали как пассажиры, как более уважаемые, более значимые персоны. Вот примерно такое место. Скажите, Александр, а вот еще вопрос. Мы понимаем, что очень многие республики постсоветского пространства, они так или иначе строятся вокруг каких-то клановых систем. То есть, например, смотришь на Узбекистан, понимаешь, что там есть ташкентский, самаркандский, бухарский, хивинский клан. А точно так же это во многом свойственно обществам с таким серьезным традиционалистским укладом. Вот если через эту призму смотреть как раз-таки на современную Чечню и на место Рамзана Кадырова в этом, то что нужно знать? Ну, нужно знать несколько вещей. Действительно, клан Кадыровых – это довольно значимый клан на территории Чечни. Но на самом деле, внутри этого клана Рамзан Кадыров тоже стоит несколько особняком. Дело в том, что существует множество подозрений по поводу смерти отца Рамзана Кадырова, Ахмада Хаджи Кадырова, и на самом деле по поводу смерти старшего брата Рамзана Кадырова, Зелимхана. Там, если зрители, может, не знают, но там была такая история, что Ахмад Кадыров был взорван бомбой на Грозненском стадионе, безопасность которого обеспечивало федеральное руководство. Вследствие чего есть очень много версий, что федеральное руководство сознательно допустило этот теракт, чтобы устранить действительно достаточно сильного лидера, который мог бы повернуть куда-то не туда. После чего старший брат Рамзана Кадырова Зелимхан скоропостижно скончался по невыясненным причинам от внезапной остросердечной недостаточности. И, соответственно, Рамзан Кадыров был вызван к Путину и де-факто назначен главой Чечни. При том, что ни по возрасту, ни почему явно не мог занимать такую позицию. На Кавказе все-таки возраст имеет очень большое значение. Рамзан был молодой выскочка. И многие подозревают его в том, что он как бы предал свой род, согласившись работать с теми, кто непосредственно повинен в смерти его отца и брата. Поэтому, при этом, да, тоже нельзя считать, что семья Кадыровых это такая главная семья Чечни. Вовсе нет. Есть много семей, которые вполне могли бы составить им конкуренцию. Например, была семья Имадаевых, которая могла составить конкуренцию уже непосредственно в Чечне, покоренной России. Но семья Имадаевых была устранена. Но есть много других семей. Клан Кадыров совершенно не безальтернативный. Но опять же, вот вопрос, который возникает у стороннего наблюдателя. Мы помним историю с Имадаевым, когда вот раз за разом, собственно, гибли представители этой семьи, и у многих возникает ощущение, что сегодня такое политическое пространство Чечни, его не существует просто потому, что оно напоминает забетонированный плац. И возникает абсолютно естественный вопрос у человека, который не погружен в эту реальность. Если не Кадыров, то кто? Тут может быть множество вариантов, я не рискну тут делать прогноз. Значит, тут просто скорее вопрос надо ставить так. Кадыров держится, в общем-то, на российских штыках, на российском финансировании. Значит, если в Кремле решат, что Кадырова надо заменить на какую-то другую фигуру, то они просто перенаправят свою силовую поддержку и финансирование на другую фигуру, и эта фигура очень быстро займет то же место, что сейчас там занимает Рамзан Кадыров. Либо второй вариант, что Кремль ослабеет, не сможет давать прежнего финансирования и прежней поддержки, тогда в Чечне начнется своя борьба за власть, но, в общем, думаю, что у Кадырова и тогда нет никаких шансов, потому что он нажил себе очень много врагов, в общем, полреспублики кровников, и я не думаю, что он долго продержится без российской поддержки. Ну вот по большому счету, вот часто слышны мнения о том, что современная Чечня, что Россия во многом поступала с ней, как я не знаю, как Советский Союз поступал с союзными республиками. То есть война для того, чтобы вернуть свой состав, а потом, по сути, для того, чтобы удержать в составе, выстроена вся архитектура власти. То есть, по большому счету, сегодня современная Чечня, она зависит от федерального центра по линии дотаций, по линии поступления финансовых средств, но при этом она, по большому счету,
своя собственная армия, своя собственная силовая и какая бы то ни была еще вертикаль. Центробежное настроение в Чеченской Республике, на ваш взгляд, возможно в какой-то обозримой перспективе их реинкарнация в том или ином виде? Ну, я думаю, что очень возможно, и возможно именно в случае, если Москва начнет сокращать финансирование, а она, скорее всего, начнет его сокращать так или иначе, просто потому что денег в российском бюджете становится все меньше и меньше. Это, во-первых. Во-вторых, существует еще центроотталкивательная сила, которая, в общем, зреет тоже уже довольно давно. Это настроение в Центральной России о том, что, мол, Чечню надо отделять. Не даже не удерживать, не как-то стимулировать удержание, а наоборот, простимулировать то, чтобы они отделились. Такие настроения достигали своего апогея лет 5 назад, когда постоянно проходили митинги «Хватит кормить Кавказ», «Отделять и выселять» и так далее, среди достаточно националистически настроенной публики. Но думаю, что они до сих пор живы, просто, может быть, немножечко отошли на второй план. В общем, в любой момент все это может начаться. Понятно. Понятно. Спасибо, Александр. Александр Шмелев, политический обозреватель, был с нами на связи по скайпу из Москвы. И мы продолжаем разговор с Адамом Осмаевым, командиром Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. Вот, Адам, у меня вопрос. В 90-е годы, собственно, когда в эпоху Первой Чеченской войны были люди, которые ратовали, собственно, за независимость Чечни, за иной, может быть, формат взаимоотношений между Грозным и Москвой. Опять же, Джохар Дудаев, Аслан Асхадов. Но потом, собственно, долгие годы, 2 чеченские войны и так далее. Вот я встречал мнение о том, что, собственно, те люди, которые, знаете, вот авторитарным режимам способны противостоять только авторитарная оппозиция. И что та оппозиция, которая была в 90-е в Чечне, которая, собственно, с которой Чечня начинала первую войну, она по большому счету осталась уничтожена. Одни там остались спорадические представители, там, не знаю, как господин Закаев, который сидит там в Лондоне и так далее. Но что те люди, которые будут там оппонировать там Рамзану Кадырову, это уже совершенно другая формация людей, которые с совершенно другими представлениями, которые, может быть, будут не менее страшны, чем Рамзан Кадыров. Насколько справедливо подобное утверждение? Я не думаю, что это имеет под собой какие-то основания. Наш народ при любой власти, при царской власти, при Советском Союзе, ведь Джохар Дудаев тоже был генералом стратегической авиации, это человек очень высокого уровня. Вот. То есть Масхадов был тоже полковником советской армии. То есть всегда будут люди из разных слоев общества, потому что память народа, она всегда останется, несмотря на пропаганду, и всегда будут, будь то это более мягкие, будь то более жесткие. Как только у России будет какое-то ослабление, то есть экономические проблемы, мы это уже наблюдали много раз в истории, то есть снова будет восстание, снова будет противостояние. Старые обиды всплывут. Конечно, да? Конечно, ведь это все никуда не девается, просто пока люди просто не могут никак проявлять это сопротивление. А что будет, когда вот тот сценарий, о котором вы говорите, начнет осуществляться? То есть это будет война всех против всех, или это будет... Вот у вас есть примерная картинка будущего? Как это будет? Конечно, вы знаете, в нашем народе вот из-за кровной такой мести у нас такое насилие анархическое, оно никогда не происходит. То есть каждый знает, кто его обидел, каждый знает. У нас бывали случаи, когда кровную месть осуществляли через 30 лет после, потому что не было возможности. То есть у кадыровцев сейчас, вот именно приближенных, очень много кровников в Чечне, в том числе среди других кадыровцев, которые притаились и ничего пока не предпринимают, потому что за Кадыровым вся силовая структура, все силовые структуры России, правоохранительные органы. Поэтому они затаились и ждут подходящего момента. Как только власть пошатнется, они будут сами мстить, будет народный суд, но каждый будет мстить своему обидчику. Это не будет какой-то анархический сюжет, там будет все очень четко у нас. Будет кровь, а после крови?
Наш народ, он такой, воспитан в таких вот традициях свободных. У нас никогда не было даже царей, никогда не было. У нас всегда люди сами самоорганизовывались. Еще когда в Англии не было парламента, у нас был что-то наподобие парламента, Мехкел, который решал все вопросы в государстве. То есть собирались люди и решали какие-то проблемы свои, решали. У нас свободное общество, и мы всегда самоорганизуемся в любой сложной ситуации и прекрасно решаем свои проблемы и мирно, главное, живем со своими соседями всегда. Никогда чеченцы ни на кого не нападали, на своих соседей. Скажите, и вот последний момент. Мы последний раз видели вот активизацию Рамзана Кадырова в российском медиаполе, когда он раз за разом делал такие выпады в адрес российской оппозиции и так далее, и так далее. Вот многие говорили, что это как раз-таки попытка напомнить Кремлю о том, что кто тут главный сторонник Кремля, с тем, чтобы, например, финансирование в кризисный год там не уменьшалось и так далее. У вас есть свой ответ? Зачем Рамзану Кадырову такая вот публичность была, такая волна публичности? Да, дело в том, что Рамзан Кадыров, он не свободный человек, у него есть свой куратор от спецслужб, от ФСБ, с которым он координирует все свои действия. То есть это была запланированная акция, чтобы запугать оппозицию, возможную даже, гипотетически возможную какую-то оппозицию, потому что они планируют, они видят, что экономические проблемы нарастают в геометрической прогрессии из-за санкций, из-за падения цен на нефть, и что народ может взбунтоваться в скором будущем. Поэтому они заранее запугивают, так как они делали в Чечне, чтобы все боялись даже высказать что-то против власти. То есть он заранее готовит людей, заранее обзывает уже врагами народов, то есть чтобы люди боялись выйти даже что-то протестовать и ничего не могли предпринять. Были парализованы из-за страха. Понимаете? Понимаю, да. Спасибо, Адам, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, многие вещи для наших зрителей прояснить. Адам Осмаев, командир международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева.